Здравствуйте, в эфире новости на Тува-24, в студии Алдын Казбуян, и сегодня в нашем выпуске. Сегодня Тува отметила День тувинского языка. Глава Тувы проинспектировал сразу 3 района. В строительном техникуме открылись современные мастерские. Сегодня 7-я годовщина со дня образования 55-й отдельной горной мотострелковой бригады. За этот небольшой срок она стала важным тактическим соединением в составе Центрального военного округа. Военнослужащие бригады с доблестью и с честью выполняют задачи, поставленные в рамках специальной военной операции. Про их боевые достижения снимают документальные фильмы, посвящают очерки и статьи. Воинов-земляков на своей странице ВКонтакте поздравил глава Тувы. Уважаемые военнослужащие, вы вносите непосредственный и важный вклад в защиту страны. Спасибо за служение Отечеству. Оставайтесь верными присяге и воинскому долгу. Не забывайте о чувстве товарищества и ответственности друг за друга. Крепкого здоровья, благополучия вам и вашим близким. Глава Тувы проинспектировал сразу 3 района. Это Улухемский, Дзунхемчикский и Барунхемчикский районы, где на стадии завершения строительства 2 объектов дошкольного образования. Также Владислав Ховалык лично проверил качество капитального ремонта в школах и не только. В ходе рабочей командировки Владислав Ховалык первым делом посетил село Хайракан Улухемского района, где находится детский сад Сайзанак. Проблему с отопительной системой тут устранили. Этим летом полностью систему отопления поменяли. Сейчас уже там тепло, в норме, так сказать, да, температурный режим. Вторая четверть станет радостным событием для ребятишек села Чарабажи Дзунхемчикского, Барлык-Барунхемчикского районов и города Агдавурак. Ведь они приступят к занятиям в обновленных школах, где завершился капитальный ремонт. Также капремонт в школе номер 2 города Шаганар планируют завершить в течение 1 недели. Посетив образовательное учреждение, глава Тувы остался доволен качеством ремонта. По всем этим требованиям выполнен капитальный ремонт. Сверх того, даже были незапланированные объемы работ находились, но подрядчики отнеслись к этому очень с пониманием, и эти работы тоже были выполнены. В Чадане обсудили строительство нового микрорайона, где центром притяжения станет современная новая школа. Мы побывали на том месте, земельный участок смотрели под будущую школу. Это школа будет строиться в рамках проекта, да, который имеется, уже запроектирован на въезде в Чадан с правой стороны, в чистом поле. Там не только школа и будущий больничный комплекс, еще детские сады и, естественно, вокруг этих социальных объектов жилье. Также в Чадане и Агдавураке до конца текущего года будет завершено строительство 2 детских садов. Бадмадаржа Азаматов, Тува-24. В продолжение темы вопрос угля в Туве остается актуальной, поэтому Владислав Ховалык также посетил топливные склады западных районов. На заседании оперативного штаба обсудили вопрос о нарушении действующего соглашения с горнорудной компанией в части отгрузки угля для населения. Также обсудили вопрос о возможном агентском заключении с существующими топливными складами. Владислав Ховалык побывал в одном из них. Нам также показали, что подготовлен 50 тысяч тонн угля для западных кажунов, что дает нам уверенность, что в нормальном планомерном режиме будет обгружаться и отапливаться. Твердое топливо из чаданского угольного разреза возят в близлежащие районы, в том числе и в Шаганарский склад. Также сейчас посмотрели Баруме склад. Буквально через неделю там будут устанавливаться весы, и полную мощность тоже заработает этот склад. Также мы побывали на складе города Агдаурака. Пока временно потребителей Барунхемского хажуна обслуживают тоже в этом складе. В целях безопасности жизни и здоровья людей в планах огородить периметр Агдавуракской ТЭЦ. Этим будет заниматься Министерство энергетики Тувы. Они будут привлекать проектную организацию. А далее, если проект удовлетворит руководство республики, то предстоит найти источник финансирования для большого ограждения периметра Агдавуракской ТЭЦ. Инна Клаян, Азамат Ачур, телеканал Тува-24. Швеи шаманского клуба «Тоскарак» шьют вешмешки и жилеты для бойцов, а также изготавливают им обереги. В мастерской побывала наша съемочная группа.
Жители Тувы активно поддерживают нашу армию на передовой. Не смогли остаться в стороне и шаманское общество Тоскарак. Они являются победителями гранта главы Тувы. На выигранные деньги открыли пошивочную мастерскую, где сейчас бесплатно шьют вещи для военнослужащих и не только. Вот и шаманы общества Тоскарак сказали, что эти обереги, они прям здесь вот в мешочке, это горсть родной земли, камни священные и артыш. И это все для того, чтобы наши ребята вернулись целыми, невредимыми домой. Пока военнослужащие выполняют свои боевые задачи, в тылу тоже не сидят без дела. Ведь наших солдат нужно обеспечить теплой одеждой. Так, в начале октября шаманы сшили 41 комплект безрукавок, вещмячков для бойцов нашей республики и передали в оперативный штаб. Некоммерческий благотворительный фонд Тоскарак принесли вещевые мешки, которые сшили сами, в которые вложили жилеты, которые тоже сшили своими руками. И также в них были положены такие необычные вещи, как обереги с родной земли, газеты шин, сладости, медикаменты. Кроме поддержки для военнослужащих, швеи проводят мастер-классы для желающих матерей, которые хотят научиться шить. Ткань использовать камуфляжную, курточную, плащевую. На этом помощь не ограничится. Волонтеры оперативного штаба призывают желающих внести свою лепту для победы. По любым интересующимся вопросам можно позвонить по телефону горячей линии колл-центра 2 17 44 с 8:30 до 19 часов. Ведь в большом деле и маленькая помощь дорога. Алдана Исая, Шулбан Монгуш, Эдана Зенденма, 224. В Тувинском строительном техникуме в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» торжественно открыли мастерские «Сантехника и отопление» и водные технологии. Тему продолжит Айрасад. Тувинский строительный техникум в прошлом году прошел отбор и стал одним из победителей конкурса. Далее получил грант на совершенствование учебно-материальной базы. Все это в рамках нацпроекта образования государственной программы развития образования по стандартам WorldSkills. Мы надеемся, нам удалось создать новую, современную образовательное пространство. Обучение с использованием современных инновационных технологий обеспечит республику квалифицированными и ценными кадрами. Подобные мероприятия проходят во многих техникумах всей Российской Федерации. Сегодня день открытия мастерских. Это у нас будет 9 и 10 мастерские. 11 мастерская у нас будет 3 числа в Шаханарском техникуме. Дорогие ребята, вам очень повезло, что вы будете работать именно на этом новом оборудовании. Сегодня нашей республике, нашим предприятиям, промышленным, строительным компаниям, которые работают, реализуют свои проекты на нашей территории, нужны рабочие специальности, нужны мастера, которые будут получать достойное образование и достойно производить свою работу, свой труд на благо нашей республики. Новые мастерские для освоения специальности оборудованы всем необходимым. Теперь студенты Тувинского строительного техникума смогут практиковать свои навыки на современном оборудовании. В частности, будущие сантехники осваивают азы профессий на учебной установке «Водонапорная башня». Здесь как насос он образуется, чтобы воду из земли качается, и это обратный насос. И мы можем его показать, способы, как его образуется, чтобы практика проходили, чтобы изучали, чтобы знали. Напомню, что в рамках нацпроекта образования в 8 учреждениях СПО Тувы до 2024 года будет создано 24 производственных мастерских по 9 направлениям. Айрасад, Буямангуш, Софья Сай, телеканал Тува-24. Во Дворце молодежи прошла первая стратегическая проектная сессия. Организаторами выступили ТУВГУ, Агентство по делам молодежи и Агентство по делам национальности республики. Более подробно далее. В рамках форума обсудили ключевые вопросы по укреплению межнациональных отношений, также о толерантности в современном мире. Первую часть сессии открыла ректор Тувинского государственного университета Ольга Хомушко. Проектная сессия с целью узнать мнение самой молодежи, да, то есть что им необходимо для то есть по межнациональному направлению, так скажем.
и чтобы они уже предложили свои идеи, предложения именно по укреплению межнациональных отношений в нашей республике. Сразу после участники форума разделились на 4 команды, в каждой около 20 человек. Далее они направились на различные площадки, первые 2 обучающего характера. Это блокпост, где участников обучали ведению и продвижению личных страниц в социальных сетях, а также безопасности личных данных в просторах интернета. Следующая площадка – этнохакатон. Нам рассказали про основу проектирования, социального проектирования, рассказали, как надо составлять проект, как правильно поставить цель и какие задачи поставить для достижения этой цели. Каждой команде дали одну проблему. Нам дали на сохранение тоджинцев-тувинцев, и мы будем проводить фестиваль. Этнохакатон – это площадка, где обучают волонтерской деятельности, которая не подразумевает никакого заработка. На 3-й площадке «Арт-пост» участники проекта должны были выразить толерантность, терпимость, любовь и понимание в рисунке. Последняя площадка танцевальная. Здесь все участники разучивают танцевальные связки, которые по окончании форума создадут флешмоб. Туда входят современные танцы, так как это молодежь и студенты идут, русские народные танцы, тувинские народные танцы. Мы хотим, чтобы все дети, все участники нашего форума немножко окунулись в культуру и почувствовали атмосферу праздника, Дня единства. Главный посыл форума – это научить молодежь толерантности, чтобы они проявляли уважение и терпимость к другим национальностям, их традициям и обычаям. Алдынказбуян Буянуюн, Айдана Сенденма, Тува-24. 7-й республиканский форум «Тувинский язык. Достояние народа» прошел в Доме народного творчества, где также прошла торжественная церемония вручения государственных наград Республики Тыва. В этом году форум посвящен 80-летию образования Союза писателей Тувы. В зале присутствуют учителя родного языка и литературы со всех районов республики и не только. Экерол Манчин занимается переводами тувинской поэзии на русский и наоборот. В 2017 году издал книгу переводов «Судьба одна, страна одна» и стал победителем конкурса «Национальная литературная премия Республики Тыва». Я вообще-то задумывал, конечно, эту книгу в честь столетия Тувинской Народной Республики и в честь также вхождения в состав СССР. Вот поэтому включил в эту книгу переводы и русских, и тувинских. То есть это двуязычная книга. Была издана количество 1000 экземпляров, и она на сегодняшний день у меня уже ее нету, она разошлась. Лидия Иргит – еще одна победительница этого конкурса. В настоящий момент она является редактором газеты «Ава». Всего за месяц написала сатирическое, юмористическое произведение на тувинском языке под названием «Никчемное ружье». Там написано наши повседневные жизни, недостатки. Даже эта книга написана очень коротко, предложения не очень длинные. И дети, и взрослые, и молодежи, они с удовольствием будут почитать, потому что эта книга для всех, для семьи. А даже семейные в круге тоже можно почитать, потому что эта книга поучительнее, воспитательнее. То, что мы сегодня как живем, там написано. Также глава Тувы вручил Лидии Иргит сертификат на сумму 65 тысяч рублей. Правительством региона уделяется особое внимание тувинской литературе и тувинскому языку в целом. Состояние тувинской литературы оценивается нами, специалистами по тувинской филологии, на хорошем уровне. Литература развивается, появляется очень много новых молодых авторов. И сегодня здесь, в Доме народного творчества, также прошла перед форумом встреча министра культуры с представителями Союза писателей, где обсуждались основные актуальные вопросы по поддержке молодых авторов также. В этом году форум был посвящен 80-летию образования Союза писателей Тувы. Инна Клоян, Шалбан Мангуша, Заматачур, телеканал Тува-24. Сегодня в честь Дня тувинского языка в Национальной библиотеке прошли ежегодные краеведческие чтения среди молодежи. Предания тувинского народа. На чтении побывал наш корреспондент. На чтениях были озвучены разные доклады. Участники рассказывали об истории создания фольклорного ансамбля «Дуген Сумон Адыркежи» Тоджинского района и о сохранении культурного наследия. Краеведческие чтения в рамках
культурного наследия народов России проводим. Там в основном все доклады относятся к фольклору. На чтение съехали сотрудники библиотек со всех районов Тувы, а также студенты среднего профессионального образования. Так участники рассказывали о знаменитых краеведах своего района. Выступаю с сообщением об известном краеведе Кахемского кажуна Смджан Сергея Сюльдумовича. Он наш современник, живет в Царексепе, всю жизнь собирал материалы по истории и по краеведению, по известным местам, святым, священным местам Кахемского кажуна. Мероприятие прошло очень интересно. Очень отрадно, что такие мероприятия проводятся в честь Дня тувинского языка. Молодежь с большим интересом отнеслись к выступлениям, а также поделились своими впечатлениями. Сегодняшнее мероприятие мне очень понравилось. Оно очень помогает для будущего, для молодежи. Традиции тувинцев также. И тувинский язык, я думаю, для молодежи нужно развивать и дальше. Краеведческое чтение прошли в дружественной обстановке. По итогам мероприятия участникам были вручены благодарственные письма. Алтынай Сая, Чайхан Донгак, Самда Миргит, Тува-24. Россиян ожидает 3 дня выходных в связи с празднованием 4 ноября Дня народного единства. Текущая рабочая неделя будет короткой. Согласно календарю, выходные дни на первой неделе ноября продлятся с 4 по 6 ноября. Четверг – предпраздничный рабочий день. Поэтому продолжительность рабочего времени сокращается на час. В мэрии города Кызыла уточнили, что с 4 по 6 ноября в городе под запретом будет торговля алкогольными напитками. Это были новости на Тува-24. Я с вами прощаюсь. Берегите себя.